Так, сейчас я буду снимать со спины. Спереди снимать тоже проблематично, но буду снимать с разных ракурсов. Постараюсь. Сбоку, скорее всего, не получится, потому что бегут навстречу. Трасса проходит по одному тому же трассу, туда-обратно. Поэтому как-то так. Но в этой группе преследовательниц вы видите 4 спортсменок. Это представительница сборной команды Сунтарского улуса Полина Слободчикова. Полина Слободчикова в прошлом году бежала во Владивостоке марафон. И тогда в тяжелой трасса Владивостокского марафона имеет много подъемов, спусков. Подъемы не маленькие, длинные. И там она пробежала дистанцию, марафонскую дистанцию за 3 часа 04 минуты. Также в этой группе преследовательниц бежит представительница города Якутска Осипова Ирина. Осипова Ирина, она 2 дня назад заняла почетное 3-е место на дистанции 5000 метров. И вот мы видим, Наталья Леонтьева помогает подруге по команде, кормят. Также в этой группе бежит Надежда Гоголева, представляющая Усалданский улус, свой родной улус. Надежда Гоголева является двукратной чемпионкой чемпионата России на 100 километров, серебряной призеркой в суточном беге с результатом 245 километров, где-то в районе 400 метров. Также в этой группе бежит Седаевичева Сарглана, Чероптинский улус. Сарглана уже многоопытная спортсменка, бежала много полумарафонов, но и марафон. Поэтому посмотрим. Ну, а лидером является Татаринова Алена, которая находится спереди. Но сейчас еще очень рано выводить какие-то выводы, делать. Марафон только начинается. А мужчины им помогают от ветра, возможно, в качестве пейсмейкера, но и сами участвуют, сами на результат бегут. Скорость у них почти одинаковая. Вот лидерская группа из числа этих спортсменов. Кто-то и займет призовые места. Как вы знаете, марафон впервые был включен в составе олимпийского движения в далеком 1896 году. Тогда выиграл к радости местной публики, местного населения. Олимпийские игры проходили в Греции, Афины. И к радости местной публики Спиридон Луис стал первым олимпийским чемпионом по марафонскому бегу. Ну а женщины впервые бежали дистанцию марафона на Олимпийских играх в 1996 году, на Олимпийских играх в Атланте. Тогда выиграла тоже к радости местной публики американская марафонка Джоан Беноит Самуэлсон. И является в истории первой олимпийской чемпионкой на дистанции, марафонской дистанции. В 1992 году у Валентина, так, чтобы не спутаться, но имя тут помню, а вот фамилия меня иногда память подводит, забыл фамилию. Представительница СНГ, по-моему, чувашская спортсменка Валентина Иванова, кажется,
выиграла олимпийское золото Олимпийских игр 1900. Я ошибку совершил в 1984 году. Извиняюсь. Впервые в Лос-Анджелесе был включен среди женщин в марафонской дистанции. И тогда вот Джоан Беной Самуэлсон, это однозначно. Потом в 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле, Южная Корея, победу одержала португальская марафонка Роза Мота. К сожалению, не помню вторых, третьих призеров. Так, потом вот в 1992 году Валентина, боюсь ошибиться, но назову все-таки фамилию Иванова. Тогда сборная СССР распалась, и они выступали под флагом СНГ, Союз независимых государств. И тогда она выиграла олимпийское золото Барселона. Так, 96-й год не помню, но много чего уже не помню. Но последние две олимпиады среди мужчин выиграл Элиуд Кипчоге, Кения. Элиуд Кипчоге является рекордсменом мира на дистанции, на марафонской дистанции. И его результат 2 часа 01 минута 39 секунд. И был установлен в 2017 году в Берлинском марафоне. Берлинский марафон последние годы является местом, где устанавливаются мировые рекорды. Второй результат за всю историю мира по марафонскому бегу в 2018 году показал трехкратный, по-моему, трехкратный олимпийский чемпион Кенениса Бекеле, Эфиопия. И у него результат составляет 2 часа 01 минута 41 секунда. Всего лишь на 2 секунды уступает мировому рекорду. Ну а мировой рекорд среди женщин равен 2 часа 14 минут 04 секунды. Был установлен в 2019 году в Чикагском марафоне. До этого рекорд мира принадлежал спортсменке из Англии. Как же имя, фамилия это было? Вот иногда память меня подводит очень часто последние годы. Вроде хорошо знал, но вот такие моменты, когда что-то комментируешь, выходит. Ну, если вспомню, потом попозже назову. Так, ну а здесь я сниму группу лидеров среди мужчин. Вперед побежал Василий Айсен, представитель Белийского улуса. Сейчас я некоторых покажу сзади. Основную группу преследователей. Да, в этой группе бегут Василий Спиридонов, Амгинский улус. Слева на ваших экранах в белой майке чемпион России на дистанции 100 километров. В форме вот клетчатой красной слева второй Василий Лукин, чемпион спортивных игр народов Республики Саха-Якутия, которые проходили в Намсах в 2014 году. В красной майке чемпион 7 спортивных игр народов Республики, которые проходили в 2019 году в Амге, Альберт Варламов, Татинский улус. Так, в желтой майке бежит Александр Маеда, Алекминский улус. Так, и пока вот салатовой майке и белой майке, к сожалению, ну и к стыду своему, пока я еще
не всех знаю. Сейчас здесь пункт питания, и туда и обратно они получают бутылки с разными напитками, гели и так далее. Сейчас спортивное питание тоже прогрессирует. Вот они бегут, группа лидеров, марафонскую дистанцию. В эту сторону бежать очень сильный встречный ветер. По себе ощущаю очень сильный встречный ветер. Для спортсменов одинаково все условия. Андрей Киров тоже бежит в группе лидеров. Позавчера он бежал дистанцию 10 тысяч метров. Идет тактическая борьба, что творится у них в голове. Мне сейчас не представляется возможным. Гаврил Нафтунский, рекордсмен нашей республики. Имеет результат 2 часа 18 минут 14 секунд. Как я говорил раньше, был установлен в далеком 1994 году в Калининграде. Ну а тут работает судейская бригада, всех фиксирует, всю работу всех лидеров, всех участников. И группа судей на протяжении многих лет уже работает в качестве судей, очень опытные, знающие свою работу, специалисты. И всех фиксирует по номерам, кто пробежал этот участок, какой круг, возможно. И вот они вот бегут, группа лидеров. И там вот отбегает, где